Всем добрый день, с вами Зада. Дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я поздравляю всех православных с праздником Светлой Пасхи. Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. А сегодня будем готовить оладьи. Для этого в большую миску отправляем яйца комнатной температуры, соль и сахар. И хорошенечко вот так венчиком взбиваем, чтобы слегка сахар и соль растворились. В яичную массу вливаем кефир также комнатной температуры и перемешиваем. Прям сильно взбивать не надо, нам надо, чтобы соединились все продукты. Дальше всыпаем муку, заранее просеянную, и вот так тщательно взбиваем, чтобы не оставалось комочков. Оставшуюся муку всыпаем, и дальше уже венчиком неудобно взбивать, поэтому берите либо лопаточку, либо ложечку и тщательно перемешиваем. Обратите внимание на густоту теста. Вот она такая должна быть густая. Дальше всыпаем пищевую соду и хорошенечко прям перемешиваем. Теперь уже мы перемешиваем тщательно, чтобы сода соединилась с тестом. И хочу обратить внимание ваше, что сода должна быть хорошим сроком годности, либо она должна находиться в герметично закрытой посуде, чтобы уже оладушки наверняка поднялись. Вот если сода будет застоявшаяся старая, то, конечно, купите новую. Дальше мы тесто оставляем в таком виде минут на 10 и больше не перемешиваем. Вы увидите, как тесто поднимется. И еще раз напоминаю, что тесто больше перемешивать не надо. Дальше разогреваем сковороду, наливаем масло, как на видео, уже на глаз будете наливать. И огонь должен быть чуть выше среднего. Если у меня 9 это самая высокая температура, то я готовлю на 6. А вы уже ориентируйтесь по своей плите. Дальше, как разогреется масло, выкладываем тесто ложкой, другой помогаем. И вот таким образом жарим, пока не подрумянится низ. И сверху пока не начнет пузыриться. Вот так, как на видео. Вот аккуратненько переворачиваем. И с другой стороны также мы жарим минуты 2 либо 3. Не беспокойтесь, что подгорит, потому что у нас огонь средний. И они не будут сырыми, прекрасно прожарятся. Оладушки получаются очень пышными, мягкими и вкусными. Я своим готовлю так. Попробуйте и вы воспользоваться моим рецептом и приготовить своим родным. Приятного аппетита!